В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели» и я, ее ведущая Елена Лова. Здравствуйте. Во всем мире переработка и утилизация мусора является злободневной проблемой. Ежегодно в городах скапливается несколько тысяч тонн бытовых отходов. Разлагаясь, они отравляют воздух, почву, грунтовые воды и несут серьезную опасность для окружающей среды и человека. Дымящиеся свалки и заполненные мусорные баки в Абхазии – такие картины знакомы многим. Время от времени жители городов протестуют и требуют от руководства страны решения этого вопроса, но он остается открытым. О мусорной проблеме и путях ее решения мы поговорим с гостем в студии. А пока давайте вспомним о наиболее заметных событиях уходящей недели. Военная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении 5 оперативных сотрудников службы госбезопасности за превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Речь идет об избиении жителя города Сухум Астамура Герхелия в субботу 25 июля вечером. Этот факт получил большой общественный резонанс. Президент Рауль Хаджимба сразу же по возвращении из рабочего визита в Татарстан провел экстренное совещание с секретарем Совета безопасности Мухаммедом Килба и руководителями силовых структур республики. Ход расследования взял под личный контроль генеральный прокурор Алексей Ломия. Следствие располагает данными, что этому инциденту предшествовали другие незаконные действия этих же оперативных сотрудников в отношении родственника Астамура Герхелия. Следствие продолжается. В самое ближайшее время все лица, причастные к этому преступлению, им будут предъявлены обвинения и будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Из 64 лимитов, предоставленных российскими военными вузами Абхазии, в этом году освоено 54. Министр обороны Мираб Кишмария поздравил курсантов с поступлением и заверил в том, что их профессии будут востребованы на родине. Перечень престижных военных вузов, в которых учатся студенты из Абхазии, в этом году увеличился. В их числе Военно-медицинская академия имени Кирова в Санкт-Петербурге, Академия связи и артиллерии, а также Военно-космическая академия имени Можайского. 29 июля прошло расширенное заседание Кабинета министров Абхазии под председательством президента Рауля Хаджимба. Глава государства говорил о перевыполнении бюджетного плана по сравнению с прошлым годом, о росте налоговых поступлений, об успешной работе Нацбанка. Президент также сообщил, что за последние полгода было возвращено кредитов на сумму 311 миллионов рублей. Повышение заработной платы бюджетникам реализуется поэтапно за счет собственных средств, уточнил президент. Говоря о ситуации с участием сотрудников СГБ, президент констатировал, что практически ежедневно происходят инциденты, связанные с неправовыми действиями тех, кто должен стоять на страже законов. Это, по его мнению, свидетельствует о недостаточной квалификации и отсталой материально-технической базе правоохранительных органов. Рауль Хаджимба пообещал, что правительство приложит все усилия для исправления ситуации. На заседании выступили премьер-министр, а также министры экономики и финансов. 29 июля в Верховном суде Абхазии завершился процесс по резонансному уголовному делу о вымогательстве и получении взятки, в которых обвинялась группа сотрудников Пицунского отделения милиции. Оперуполномоченные Ливан Хеция, Валерий Гудин и старший участковый Мурат Арестава, а также Вадим Назадзе, оперуполномоченный Министерства внутренних дел, вымогали взятку в особо крупном размере у индивидуального предпринимателя Андрея Ермолаева. Хеция и Арестава осуждены к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Гудин к 8 годам лишения свободы там же. В Верховном суде продолжаются слушания по обвинению Вадима Назадзе, так как уголовное дело в отношении последнего в связи с его розыском было направлено в суд позже. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Водители маршрутных такси вновь протестуют. Они выступают, в частности, против того, чтобы транспортные предприятия страны были переданы Управлению транспорта республики. Сегодня они подчинены районным администрациям. Намеченные реформы в области пассажироперевозок призваны упорядочить работу транспорта. Предполагается обелечивать пассажиров и установить график работы. Представителей транспортных управлений страны принял президент Рауль Хаджимба и после встречи с ними дал указание создать рабочую группу, которая через 2 недели выработает свои предложения. Было ясно, что у них множество нареканий, но в то же время нужно понимать, что у них есть не только права, но и обязанности. И наша задача за 2 недели понять проблематику вопроса. Если мы не выработаем правильные и понятные правила игры, где каждый из нас должен, что называется, подвинуться, то это закончится тем, что зайдет третья компания, которая купит и новые автобусы, и новые маршрутные такси, и это организует все с учетом обелечивания.
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Абхазии рассмотрел противоправные действия на матче в Гудауте и Ткварчале в отношении судей. Федерация решительно осудила оба инцидента и призвала спортсменов и болельщиков придерживаться спортивных норм и принципов. Об этом было заявлено в среду в ходе рабочего совещания в Госкомитете по физической культуре и спорту. Стадионы в Гудауте и Ткварчале были дисквалифицированы на одну игру. А что касается проведения в Абхазии чемпионата мира Кон-ИФА, то его подготовкой займется специальная комиссия. По предварительным подсчетам, на проведение чемпионата потребуется примерно 20 миллионов рублей. Зураб Агумава избран председателем Верховного суда Абхазии. 30 июля на последнем перед каникулами заседании сессии парламента депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру. По предложению комиссии по конституционной реформе для перехода от существующей мажоритарной избирательной системы к смешанной требовалось увеличение депутатского корпуса с 35 до 45 человек. Однако вынесенный на заседание проект конституционного закона не прошел. Для его принятия необходимо было, чтобы за него проголосовали не менее 2/3 депутатского корпуса. Мы понимаем, что такое мажоритарная система – это живая связь между депутатами и населением, к которому наше население привыкло за все эти 20 лет, за 5 выборов состава парламента. Конечно, полностью его игнорировать, бросать мы ни в коем случае не имеем. В то же время мы должны развивать политическую систему. Если мы получим в лице мажоритариев живую связь с нашими избирателями, в лице партийцев, мы получим, надеюсь, профессиональную часть парламента. И это будет, я думаю, очень хороший симбиоз, который способен делать хорошие дела. На этом этапе развития нашей государственности я считаю, что мы чуть торопимся. Мы недавно продлили срок полномочий местного самоуправления. У нас впереди еще и парламентские выборы, буквально 1,5 года осталось. Парламент сможет вернуться к этому вопросу только через год. Депутаты не одобрили проект закона о телерадиовещании, а также создали комиссию по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Абхазии. Были рассмотрены и другие вопросы. В пятницу состоялось очередное заседание Кабинета министров. Были рассмотрены кадровые назначения, вопросы предоставления в аренду земель под строительство гостиниц и торговых объектов в Гагре, Сухуме, Гульрыбше и Гудаутском районе, а также утверждены положения ряда госуправлений и министерств. Кабинет министров одобрил предоставленный Министерством иностранных дел проект соглашения между правительствами Абхазии и Южной Осетии о взаимных безвизовых поездках граждан Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Обсуждались и вопросы организации пассажироперевозок. Отрасль нерентабельна и нужно переходить к цивилизованным формам работы в транспортной сфере, подчеркивалось на заседании. 14-й музыкальный фестиваль «Хибла Гирзмава приглашает» был открыт в Сухуме в четверг концертом народной артистки Абхазии и России Хиблы Гирзмава и Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан с участием оперных певцов Николая Ерохина и Ильдара Абдразакова. На сцене Абхазского драматического театра прозвучали арии из опер «Сивильский цирюльник», «Кармен», «Фауст» и другие. В исполнении Хиблы Гирзмава и Николая Ерохина прозвучала ария и дуэт Медея и Ясона из оперы «Медея» Луиджи Керубини. Все средства, собранные с концертов фестиваля, будут переданы Гагарской музыкальной школе. Это были основные новости недели, а сейчас вернемся к главной теме нашей программы – утилизации бытовых отходов. Гость нашей студии сегодня – инженер-гидротехник Александр Цеховой. Он работал главным специалистом Всероссийского алюминиево-магниевого института в Санкт-Петербурге и занимался проблемой складирования промышленных и бытовых отходов. Проектировал полигоны для хранения мусора. Он готов поделиться собственным видением, как при сравнительно небольших затратах решить проблему мусора в Абхазии. Здравствуйте, Александр Исакович. Здравствуйте, Елена. Перед тем, как мы приступим к обсуждению темы, давайте посмотрим сюжет и увидим удручающие картины городских свалок. Ну, с интересом, пожалуйста. Образование промышленных и бытовых отходов в процессе жизни – явление нормальное, но требующее жесткого контроля. Горы мусорных свалок растут. В настоящее время общая площадь полигонов твердых отходов занимает 91 гектар. Такая внушительная цифра в том числе из-за отсутствия единой для республики программы утилизации. Официально зарегистрированных мусорных свалок в Абхазии 7.
а количество неофициальных стихийно образованных полигонов и вовсе неизвестно. Полигоны твердых отходов начали образовываться еще в 60-70-х годах, в пик промышленного развития. В прошлые десятилетия, довоенное время, это были бумага, картон и в меньшей степени пластик. Сегодня же картина радикально поменялась. Большую часть отходов представляют собой пластик, резина, бытовая техника, строительный мусор. И таким образом количество мусора увеличилось многократно. И, естественно, эти полигоны не могут справляться с этим объемом мусора. В Институте экологии отслеживают тенденцию разрастающихся полигонов твердых бытовых отходов. Согласно данным, большинство мусорных полигонов находятся в непосредственной близости от моря, а некоторые и вовсе размещаются вплотную к жилым домам, создавая невыносимые условия для проживания. Свалка в Гудаутском районе с каждым годом приобретает угрожающий характер. Разлагающиеся бытовые отходы отравляют воздух, почву, грунтовые воды, попадают в море. Столичный полигон, Гагарская городская мусорная свалка и Ачамчирская расположены в среднем в 2–2,5 километрах от берега моря. На Сухумский полигон каждый день привозят большое количество мусора. И так происходит на протяжении 70 лет. Территория свалки занимает более 50 гектаров. В Институте экологии предлагают современный метод решения проблемы утилизации мусора. Один человек приблизительно в течение одного дня формирует около 900 грамм твердых бытовых отходов. Если представить себе, что мы прогнозируем развитие курортного сектора, поступление, приезд в страну еще большего количества туристов, то можно исходить из того, что ежегодно будет происходить увеличение объемов твердых бытовых отходов, которые будут накапливаться в стране. И это, конечно, не может продолжаться бесконечно. Наступит коллапс. Уже сейчас нужно ставить очень острый вопрос решения данной проблемы путем сортировки мусора, формирования вторичного сырья и, естественно, продажи этого вторичного сырья на те предприятия за пределами республики, которые могут его перерабатывать. Это может быть металл, это может быть пластик, различных пластиковых изделий и упаковки. То, что касается органических соединений, которые могут быть разложены, их компостировать, то есть превращать их в компост с последующим, превращением, по сути дела, в органическое удобрение. На протяжении многих лет горожане в своих письмах к руководству страны и главам администрации просили решить вопрос с утилизацией мусора. В российской инвестиционной программе предусматривается на переработку мусора в Абхазии более 300 миллионов рублей. Прорабатываем вопрос по подбору инвестора. На сегодняшний день ведутся переговоры с инвестором, и дай бог, чтобы он у нас остался. Мы ему собираем всю ту информацию, исчерпывающую информацию об объемах мусора, какого мусора, для того, чтобы он мог составить эту программу и уже, если он согласится, будет строить, либо это будет мусороперерабатывающий комбинат. Но мусоросжигательный завод здесь просчитывали некоторые, даже государство, и Турция приезжала, просматривала, Россия просматривала. Он получается нерентабельным. Очевидно, что пассивность в решении этого вопроса через несколько лет может привести к экологической катастрофе. Асида Малия, Абхазское телевидение. Александр Исакович, по всей стране есть немало мест сброса мусора, о которых мы даже и не подозреваем. Но есть и санкционированные свалки, из сюжета мы уже знаем, что их 7. Но специалисты говорят, что все они обустроены в нарушении технологических норм. Вот мы видели картины Гудаутской свалки, там мусор сбрасывается прямо на побережье. Я знаю, что вы по собственной инициативе исследовали наши городские свалки. Расскажите, в каком они сейчас состоянии? Все свалки находятся в недопустимом состоянии со всех точек зрения. Первое, что они все создавались стихийно, по случаю где, как и что. Никаких мероприятий проведено на них не было. Отсюда все дождевые воды попадают на свалки и стекают вместе со всякой грязью на окружающие участки. Загрязненные воды
дождевые фильтруют и загрязняют грунтовые воды и все почвы. На большинстве свалок не было ограждений, ну и сейчас нет, поэтому туда ходит скотина, ест, сама травится, дает травленное молоко. Свалки очень часто горят, причем при горении отходов образуется, там очень много поливинилхлоридов, образуются сильнейшие яды диоксины, которые ветром разносятся на многие километры, выпадают, накапливаются в почвах и потом попадают в пищу и скотине, и людям. Ну, такие случаи были в Европе, к сожалению. Вот во Франции, в департаменте Савойя, правда, это было лет 10-15 назад, 7 тысяч коров пустили под нож, потому что они оказались, наелись травы, зараженной диоксином. В Неаполе, в Италии, не так давно оказалось, что почти на 100 километров вокруг Неаполя почвы заражены диоксином. Значит, закрыли 10 молочных заводов, потому что оказалось, что в молоке и в сыре есть диоксины. Диоксины – это самые сильные яды, это то, чем американцы поливали Вьетнам. И когда там родилось миллионы людей, так сказать, уродов. Так что вот в этом отношении свалки очень, так сказать, недопустимы. Ну и, естественно, мух там разводится страшное количество, запах оттуда несет, и когда они горят, то дымом вообще заволакивает. Сейчас все Гагарская свалка, она горит уже много лет на всю толщу, тушить ее бесполезно. На глубине 8 метров она горит. И дымом заволакивает все село Лохадзе, большей частью, а иногда, когда дым идет в другую сторону, село Псахара. А также дым и иногда и трассу главную Сухумскую заполняет. Ехать там приходится окна закрывать, не вздохнуть. Ну и, к сожалению, все это длится много лет, и жители перекрывали дороги, протесты объявляли. То же самое было в Сухуми на маяке, тоже перекрывали дороги в 2010 году. Какие методы вы предлагаете для утилизации мусора, как бытового, так и крупногабаритного строительного? И сколько средств на это понадобится, на эти работы? Я предлагаю не заниматься утилизацией мусора и его переработкой, потому что эта тема, она подменяет более важную тему, это закрыть все свалки, избавить людей и природу от их нетерпимого разрушающего воздействия. К сожалению, много лет разговоры ведутся о том, что как утилизовывать мусор. Самая простая схема какая? Все свалки закрыть, в городах поставить мусороуплотнительные станции. Это во всей России сейчас идет, а в Европе это давно, где в таких примитивных, простых компакторах отходы уплотняются, набиваются в контейнер металлический закрытый, и на автопоездах его можно везти хоть за 200 километров, это будет дешево и быстро. Сколько таких станций мусороуплотнительных или мусоропрессовочных понадобится? Да всего 5 на Абхазии. Сухум, Гагра, Цандрипш, Гудаута и Ачамчира. Ну, Ачамчира одной хватит и на Корчал, и на Гал, потому что там близко, и отходы можно возить без контейнеров туда. А в контейнерах все отходы возить на полигон в любом отдаленном участке, лучше, на мой взгляд, за Ачамчирой, вне курортной зоны, где все это складывать. Ну, вначале даже можно без полигона на площадку складывать, потому что можно тогда очень быстро все свалки закрыть. А когда это будет налажено, тогда можно выяснить существующие технологии, подождать более новых и заняться переработкой мусора. Ну, насчет переработки в России нигде отходы не перерабатываются. Максимум они только сортируются и отбираются вручную, а кое сейчас появились и оптико-механические способы, то, что можно утилизовать. Переработки нигде нет. В Краснодарском крае 6 миллионов жителей, переработки нет. Там отходы прессуют и везут и складывают на полигоне.
Значит, в Абхазии раньше всех сделать это и рискованно, и, на мой взгляд, нет смысла. А инвесторы, уже забегая, может, вперед, или как скажу, что почему-то инвесторы какие не появляются, я писал рецензии, последний вот знаю инвестора. В России они нигде не смогли найти желающих их технологию принять, их деньги и все этим заняться. А вот в Абхазии они считают, что, может быть, им и удастся. Строительный мусор можно, его надо единственно отдельно, так сказать, как-то вывозить и складывать. Его можно использовать для засыпок, вполне он годен. А если крупногабаритный, то ставятся дробилки, это очень элементарная дешевая вещь, они любой железобетон вырабатывают в щебень, который годен для использования. Вы предлагаете создать мусоропрессовочные станции. Да. Сколько средств понадобится на вот этот проект? Это деньги очень небольшие, потому что эти компактеры стоят 1,5 миллиона штука. Помимо того, надо еще контейнеры, 250 тысяч штука, и КАМАЗы. Это КАМАЗ с прицепом для вывоза их контейнеров, которые стоят уже 4 миллиона. Значит, получается, что для Гары всего там надо 30 миллионов рублей на все. И на строительство, потому что сама мусоропрессовательная станция – это площадка асфальтированная за забором, и все, больше там ничего не надо. Для Сухума 26 миллионов, для Гудауты 14, для Цандрипша и Ачамширы по 15 миллионов. Всего 100 миллионов рублей. После этого вся проблема будет решена. Надо будет только найти площадку где-то в Абхазии, куда все это свозить. А какую площадку вы предлагаете? Где лучше ее? Вот этот единый мусорный полигон для складирования? Понимаю. Лучше всего в отдаленном районе, не ближе километра от жилья, желательно не близко от рек, и желательно, чтобы геология там были суглинки, которые, так сказать, сами являются экранами и позволят водам фильтровать. Как он должен быть оборудован, этот мусорный полигон? В основании должны быть лежать или суглинки, или положить геомембрану из полиэтилена. Она, правда, стоит немного больше денег. С тем, чтобы дождевые воды загрязненные не фильтровали. По периметру нужно сделать дамбу. С тем, чтобы вода не притекала. И из полигона не утекала куда-то, и вздумается загрязненная. Вокруг этой дамбы надо сделать канаву перехватной, чтобы боковая приточек, чтобы эта канава уходила. На этом самом полигоне надо еще поставить, сделать пруд с тем, чтобы воды, когда бывает сильный ливень с полигона, там накапливались, и поставить водоочистную установку, которая позволит все эти загрязненные воды очищать и уже выпускать их в чистом виде. Все это будет стоить 120 миллионов рублей. Вы сказали, что действующие свалки нужно закрыть. Да. И нужно провести рекультивационные работы. Что это за работы, расскажите? Вообще полагалось бы самым лучшим образом все отходы вывести на тот же полигон. Там не так много, 1 200 000 тонн во всей Абхазии что-то накопилось, может 1 000 000 тонн. Это поддается вывозу и складированию. Но это стоит очень больших денег. Поэтому придется идти самым примитивным, простым путем. Первое, что все свалки сверху надо засыпать грунтом. Любым грунтом толщиной метр, не меньше. Это закроет эти отходы от того, чтобы проникали дождевые воды и сквозь них шли дальше и так далее, и так далее. По периметру тоже желательно, то есть, все это обсыпать, чтобы, то есть, отходы закрыть. Горение не будет. Гагаровская свалка потухнет, потому что не будет доступа воздуха. По этому грунту отсыпать 20 сантиметров растительного грунта, более-менее годного, а потом посев трав и посадка деревьев. Вот то, что позволит все эти свалки, так сказать, ликвидировать. На будущее, если понадобится эти площади уже как-то использовать более для иных целей, тогда надо смотреть, заражены ли почвы, вывозить мусор, или, может быть, он уплотнился, его оставить. Но это дело будущее и не к спеху. Но вот на эту рекультивацию всех свалок понадобится уже денег, может, побольше, 50 миллионов. Почему? Все зависит от того, как далеко этот грунт возить. Близко – дешево, далеко на самосвалах это большие деньги будут. Значит, ориентировочно, может быть, хватит 50 миллионов. Так что всего в сумме мусороуплотнительной станции, полигон,
И рекультивация – это будет 300 миллионов рублей. В российской инвестиционной программе заложено примерно 340 миллионов рублей на решение мусорной проблемы. Понятно, да, что этих денег не хватит на строительство мусороперерабатывающего завода. Сколько вообще денег нужно для строительства мусороперерабатывающего завода? И вот эти 340 миллионов, на что они вообще хватят? Понимаю. Значит, эта цифра, насколько я, так сказать, понимаю, это та доля, которую правительство должно отдать инвестору. Инвестор должен вложить 3,5 миллиарда рублей на мусороперерабатывающий завод. Он требует, естественно, чтобы какая-то доля была от правительства. Ну, 15% или там 10% выходит 350 миллионов. Значит, инвестор хочет построить, вот последний, какого я знаю, завод по производству метанола. Это значит, все отходы перерабатываются при высоких температурах, без доступа воздуха, получается такой синтез газ называемый, его дальше перерабатывают, получается метанол, то есть метиловый спирт. А инертные отходы, там щебень, стекло и так далее, все это пускается в тоннельную печь, обжигается, получается такая стеклопена, тоже годный как строительный материал. Но инвестор хочет за все это дело получить, конечно, в течение 5 лет все доходы назад за счет продажи метанола и все это окупить. Так что пока получается вот так, но это сложное химическое производство. Персонал там должен быть высокой квалификации. Может быть даже и выбросы, и потом сама на заводе авария может быть. Все-таки температура 1000 градусов, все это в емкостях, тоннельные печи и так далее. В общем, в Абхазии такое производство, на мой взгляд, весьма нежелательно. Существуют рассчитанные на год нормы накопления мусорных отходов на одного человека. Да. Готовясь к передаче, мне попались вот такие цифры, что в развитых европейских странах, например, в Италии, Германии, Швейцарии, эта цифра уже в середине 90-х годов достигала примерно 400 килограмм на человека в год. Какое количество мусора производит Абхазия? Данных никаких нет. В Абхазии следует отметить, что достаточно много мусора сжигается. В городах, не говоря о селах. Костры я лично вижу почти постоянно на улицах. Одно, второе. Есть нормы в России, они общепринятые, они составляют что-то килограмм на человека в день. Это в год выходит 360 килограмм. Данные эти более-менее вообще оправдываются. Даже Роман Сейдович говорил, что там 0,9 килограмма. 0,9-1 килограмм – это цифры близкие. Но постепенно цифра растет. Это несомненно. До 400 дошли в России или нет, не сказать. Но пока цифра 360-380 килограмм в день, то есть в год на человека, она более-менее реальна. Чтобы все это выяснить, надо проводить длительные наблюдения, измерения, взвешивать и так далее, эти отходы и так далее. Возвращаясь опять к экономически развитым странам, там все меньше мусора вывозят на свалки, все больше его перерабатывают промышленным способом. Используется даже технология, при которой вырабатывается электрическая и тепловая энергия. Понятно, что нам до этого очень далеко. Какие современные эффективные способы переработки мусора вам известны? Известно несколько подходов. Но в Европе достаточно долго, несколько десятилетий, французы предложили и широко внедрили у себя и во всей Европе этот способ пиролиза. Но все это термохимическая переработка. При 7500 градусов отходы распадаются, разлагаются. На выходе получается газ, который можно сжигать, и дизельное топливо, тоже пригодное к сжиганию. Потому что все пластики, они же имеют основу от нефти или там еще от чего, и все это получается такое пригодное для сжигания. Получается, правда, еще добавить следует, третья часть отходов никуда не распадается и никуда не используется в виде шлака и золы, должна складироваться на полигоне.
Ну, вот этот газ, это дистопливо, значит, этот завод, он третью часть сжигает на свои собственные нужды, а 2/3 в виде пара и в виде дистоплива он может выставлять на продажу. Поэтому срок окупаемости таких предприятий не столь велик, потому что это 5, максимум 10 лет. Появились иные технологии, появляются катализ, горячий, холодный. Потом вот производство метанола, тоже недавно свежие. Так что технологии новые появляются. И, может быть, все они дорогостоящие. Да, все они очень дорогостоящие. Правда, есть еще одно, что все-таки они ориентированы в значительной степени на раздельный сбор отходов. Почему? Потому что это позволяет многие очень неприятные вещи отделить заранее, а не перехватывать их потом на газочистке и так далее. Кадмий, ртуть и прочее, те же диоксины, хлор и еще всяких там химических веществ полным-полно. Когда идет раздельный сбор отходов, то удается очень много отделить. В Сочи, скажите, как эта проблема решается мусорная? Это лет 5 назад они начали этой темой заниматься, даже чуть пораньше. Тогда было модно отходы, ну, это и в Европе достаточно часто, прессовать. Ну, сначала ставится перед прессом конвейер, где стоят в Сочи таджики и вручную отбирают, что видят. Удается отбирать 5% только, 95% идет дальше. Дальше пресс. Прессуют в брикеты, метр на 2 на метр, весом 1 тонна, обвязывают их проволокой, эти брикеты грузятся на машину и везутся. Ну, предполагалось сделать полигон, где их складывать вот около Сочи, там село такое Буу. Ну, жители восстали, оказалось неподходящее, стали искать место около Адлера, пока не нашли, и все эти брикеты сейчас везут в Белореченскую, там складывают. Никакой переработки отходов не получилось. 5% отбора и все. Вы предлагаете в Абхазии создать единый мусорный полигон для складирования мусора. Сколько времени вот в таком состоянии он может там находиться? Ну, если полигон сделать, так сказать, цивилизованным, то он после того, как будет заполнен, ну и заполнять его можно, в частности, на несколько десятков метров высотой, полигоны 60 метров высотой бывают, в частности, если из брикетов положим, то его потом рекультивировать, закрыть, то есть засыпать поверху, может быть, даже и полиэтиленом сверху закрыть, присыпать. Он может несколько десятилетий или больше существовать и никому не вредить. И минимально воздействовать на окружающую среду. Да, и никому не вредить, потому что достаточно много таких уже есть фактов, случаев, когда сделали, и все, и идет это сейчас достаточно часто. Так что никому вредить он не будет. На мой взгляд, положение с отходами в Абхазии катастрофическое. Нужны спешные, немедленные меры по закрытию свалок. Путь, вот, хотя бы 100 миллионов рублей уже может быть закрыть. С полигоном, с рекультивацией уже 300. Но это будет все на 10, на 20 лет все это будет закрыто. Да, мы не можем все время ссылаться на то, что у нас нет денег на строительство мусороперерабатывающего завода. И этих денег не может быть еще очень долго. И, как вы говорите, тоже, что размеры свалок растут катастрофической скоростью. Нужно хотя бы поэтапно начинать решать эту проблему. Александр Исакович, спасибо, что пришли и поделились своим видением этой актуальной проблемы для Абхазии. Спасибо, благодарю вас. Уважаемые телезрители, а я напоминаю, в студии был инженер-гидротехник Александр Цеховой. Он много лет занимался проблемой складирования промышленных и бытовых отходов и проектировал полигоны для хранения мусора. Мы продолжаем выпуск. Завтра, 2 августа, на Бзыбском ипподроме пройдут первые международные скачки на Кубок президента Абхазии. В состязании примут участие спортсмены из Абхазии, Северного Кавказа, Краснодарского края и Ростовской области. В программе турнира 6 заездов, а главный приз – 1 миллион рублей. Организаторами соревнований выступили Государственный комитет Абхазии по физической культуре и спорту и Федерация конного спорта. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Увидимся на следующей неделе в это же самое время. До свидания.